никогда не учить. Школьный урок. В прошлое вернуться нельзя. Стали нам теперь как друзья. Строгие когда-то для нас учителя. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и новый урок готовит нам жизнь впереди. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и жизни урок нас ждет впереди. Больше никогда не играть в школьном дворе. Белым мелом нам не писать, выйдя к доске. Это было только вчера, но сейчас другая пора. И на завтра взрослая жизнь встретит тебя. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и новый урок готовит нам жизнь впереди. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и жизни урок нас ждет впереди. И школьный урок остались уже позади. Последний звонок и новый урок готовит нам жизнь впереди, впереди. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и жизни урок нас ждет. Золотистым звоном наше прошлое покатилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже встречая взрослыми по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадных клеток плен.
я бегу к тебе. Знаки, сувениры, дневники, символ мимолетных городов, изображения и фотографии. Пролистаю вновь, я пролистаю вновь. И нам незачем прятать любовь, искать ее холодно, жарко. Я знаю, что нам повезет, и каждый для себя сделает ставки, разбавляя белое вино. Разбиваем третий мы бокал. Пусть будет к лучшему, пусть будет счастье нам. Позвони домой, ай-яй-яй-яй-яй. И нам незачем прятать любовь, искать ее холодно, жарко. Я знаю, что нам повезет, и каждый для себя сделает ставки. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю.
Мне звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усяду с дома. Напишу, о чем мечталась всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Я скучаю. Школа, школа, я скучаю. Я скучаю. Я скучаю. Школа, школа, я скучаю. Я скучаю. Я скучаю. Школа, школа, я скучаю. Ладно, поздравьте еще раз, ребятки. Как приятно видеть вас в школьном музее, вот в новом обличии, замечательно. Мы все те же ученики. Ну, помните, как называется этот музей? Боевой славы, да? Боевой трудовой славы учащихся и родителей. О, отличница. Музей славы кого? Родителей. Подождите. Только родителей? Ученику. Учителей. Родственников, ребята. Ага. Музей славы родственников. Родственников. Конечно, не все родственники, а самые известные, которые внесли действительный вклад в своей жизни, своим трудом. И в историю города, и в историю республики, даже в историю страны. Вы, наверное, когда были в школе, посещали этот музей, нет? Да, но был на 4-м этаже. Да, вот на 4-м тогда. Хотя мы 5 лет назад тоже здесь были, но мне, как я вспоминаю, все 4-й этаж. Да, да. В наше время там было. Музей и о том, что у нас тут творится, я могу вам до утра рассказывать. Не бойтесь, не буду. Только, вы, конечно, прекрасно знаете, что наша школа теперь носит имя Акзам Шакировича Парфенова. Во многом стараниях музея, стараниях нашей администрации. И с 21 сентября 2021 года пошли все эти бумаги, и вы теперь официально муниципальное автономное образовательное учреждение, гимназия имени Файзуллина Акзама Шакировича и дальше там рассмотрим и так далее. Вот в связи с этим, поскольку вы же последний, наверное, кто его знали, следующий год после вашего выпуска скончался, я вам предлагаю посмотреть небольшой звукоговорящий фильм про Акзама Шакировича. Не возражаете? Файзуллин родился 23 февраля 1921 года в городе Омске, в семье военнослужащего. С раннего детства Акзам Шакирович выделялся среди своих сверстников любознательностью, трудолюбием, ответственностью и организаторскими способностями. Джигит, точно, джигит. В средней школе номер 1 города Ладейное поле Ленинградской области он был звеневым пионерского звена и участвовал во всесоюзных играх «Великие люди» и «Города и годы», проводимых газетой «Пионерская правда». За активность и большую эрудицию в 1935 году он был награжден дипломом. Среднее образование Акзам Шакирович получил в средней школе номер 1 города Ташаус Туркменской ССР. Здесь впервые проявилась его поистине магическая сила руководителя и организатора, которая и в последующие годы заставляла всех его коллег внутренне подтягиваться, никогда не расслабляться и постоянно работать над собой. В последние предвоенные годы Акзам Шакирович работал в областной газете «Большевик», горкоме и обкоме комсомола города Ташаус,
Война застала 20-летнего Агзама Шакировича на посту секретаря по военной работе Ташауского горкома комсомола Туркмении. Выполняя важную работу в тылу, секретарь все же стремился на фронт. В 1943 году он проходил военные сборы при ЦК ВЛКСМ в Москве, после чего его направляют на работу в Крым секретарем Крымского обкома ВЛКСМ по военной работе. Партизанские соединения, действуя согласованно с войсками 4-го Украинского фронта, должны были участвовать в освобождении Крыма. В августе 1946 года супруги приехали работать в Башкирию. С этого времени, считают его друзья, он буквально прирос к школьным делам, стал настоящим фанатом и старался всем своим коллегам передать чувство школьного патриотизма. 9 сентября 1955 года Агзама Шакировича Файзуллина назначают директором новой средней школы номер 39 города Уфы. Ему было 34 года. Но вопрос о передаче нового здания по улице Достоевского, 67 школе решился не сразу. На него претендовали авиационный институт и другие ведомства. Только вмешательство самых высших инстанций решило вопрос в пользу школы. Поэтому лишь 12 сентября в школу пришли первоклассники, а основная масса учащихся 16 сентября. Этот день и является днем рождения 39-й. Агзам Шакирович учил каждого педагога быть настоящим организатором, будил фантазию, развивал творческую инициативу, требовал четкости и выверенности всех воспитательных и учебных действий. И каждый учитель 39-й проникался устремлениями своего директора. Агзам Шакирович принимал активное участие в общественной жизни города и республики. Неоднократно избирался членом Советского райкома КПСС города Уфы, депутатом Уфимского городского совета народных депутатов. Всем добрый вечер. Так приятно видеть знакомые, красивые, молодые, прекрасные лица. Я хочу напомнить, если вдруг кто-то не на всех встречах был, меня зовут Гузель. Я могу вести ваш праздник. Спасибо за доверие. Наш замечательный музыкальный диджей — это Андрей, фотограф, видеограф Раис. Обязательно фотографируйтесь. Сегодня есть такая возможность по трое, все вместе, всем классом, всем потоком. И, конечно, сегодня администратор София и наши девочки, я хочу, чтобы вы тоже по именам знали: Александра, Арина, Диана, Эльвина, Сабина и Милана. И будет приятно все другие, то, что их тоже озвучили, да? Ну и, конечно, замечательные преподаватели, им аплодисменты. Мы, я думаю, всех узнали, обязательно чуть ближе еще все поговорим. И самые лучшие одноклассники. Аплодисменты друг другу. Ну что, очень здорово. Я вижу, что бокалы у всех наполнены. Если вдруг не наполнены, подсказывайте нашим девочкам, какие бы напитки вы бы хотели видеть своих бокальчиков. Потихонечку наливаем, выпиваем, про себя не забываем и готовимся к самому первому поздравлению бокальчиками. Давайте все вместе дружно встанем, посмотрим друг другу еще раз в глаза с любовью, с теплотой душевной. И все вместе друг друга поздравим с этим классным событием. 40 лет назад мы встретились. Давайте скажем: поздравляем и поздравляем! И, конечно, за нас, одноклассники и преподаватели. Через 40 лет счастливая судьба подарила встречу с детством. В памяти осталось все, словно вчера это было. Оставайтесь в строю молодыми, задорными и уверенными в себе.
Я хочу, чтобы мы сейчас подняли бокальчики и порадовались тому, что сегодня мы все вместе. За вас, дорогие друзья, за вас, уважаемые гости. Ура! За всех, кто сегодня рядом с нами. Дай Бог всем здоровья, счастья. И будем встречаться. Спасибо большое. Итак, город Москва. Кто у нас прибыл из Москвы? Вы можете ручкой, можно даже показаться. Да, давайте поаплодируем. Аплодисменты. Вы видите, да? Хорошо. Город Санкт-Петербург. Вот у нас Санкт-Петербург. Город Тюмень. Белгород-Днестровск. Правильно говорю? Одесская область. Спасибо большое. Город Уфа. А теперь подскажите, если я какой-то город не сказала. Это так, мы навскидку. Какой? Да, я сказала, Одесская область, называется город, вот я долго учила, Белгород-Днестровский, правильно? Белгород-Днестровский. Вот все, видите, как хорошо. Так, все города мы назвали. Ну что, очень здорово. На самом деле, сегодня вообще была проделана хорошая работа, замечательная. И я бы хотела, чтобы вы поаплодировали оргкомитету. Они, как всегда, сработали здорово. Да. Их работа была страшная, и вот как результат, видите, мы все здесь такие красивые. Я хочу предоставить слово представителям оргкомитета. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, друзья! Вот чтобы нам здесь собраться сегодня, оргкомитет проделал огромную работу. Мы работали, наверное, больше полугода, да? И днем, и ночью, переписки, перезвон, вот это, столько, огромная работа. Наш оргкомитет, как мы называем совет дружины. Марьяна Белкина. Наташа Музыка. Гуля Кутлуй. Женя Грачев.
И я этого не стесняюсь. И вообще, я считаю, что мы дожили до такого возраста, когда мы наших милых учительниц можем называть тоже девчонки. Я живу в Москве, я врач, работаю в месте, в котором я никого из вас видеть не хотела. И я счастлива, что мы имеем возможность в течение последних многих лет иногда встречаться, смотреть друг другу в глаза и при этом узнавать друг друга. Вот. Поэтому спасибо вам, друзья, девчонки, что мы вместе, что мы снова в том же самом составе, ну я имею в виду учительница, что мы в неусеченном почти составе, что мы снова счастливы, веселы и спасибо, размеренные вам. Ну, господите, проблемы. 66-го. Ну так ты что? 6 июня. 57 лет? Я потому что ориентируюсь на ментальный возраст, где-то 45-40, вот так примерно. А по математике я всегда хреново был. Не, серьезно, до сих пор считаю плохо. Я, когда в магазин прихожу, я сдачу, когда мне дают, я по глазам продавщицы вижу, что меня обманывает, либо нет. Шат, это не та информация, которую хотели все знать. Давайте о себе, мы хотим про вас. О себе, я работал долгое время в банковской отрасли, сейчас работаю в страховой, директор финского филиала «Сагаз». Вот у меня дочь, у которой свой бизнес сейчас, и 2 внука, близняшки. Классно. Мальчик и девочка. Это главное богатство. Вы так решили? Противогадали? Наташа Ишмузова. Сегодня приехала из Санкт-Петербурга, на самом деле живу на 2-3 территории, в Москве прописана, в Крыму мужа проекты, поэтому очень много времени проводим там. Вот. Сын с 2 детьми живет в Уфе, но в ближайшее время переезжает в Санкт-Петербург. Дочка вышла замуж в Санкт-Петербурге, и внук один петербуржец. Поэтому такие миграции у нас постоянные. Я очень рада, что у меня возможность была приехать сегодня на нашу встречу. Счастлива безмерно видеть всех вас. Учителям огромная благодарность, что вы такие все энергичные, оптимистичные пришли. Поэтому надеюсь, что будет много-много встреч у нас впереди. Я вас всех люблю. Давай. Так, я немножко вот сюда вот выйду. Миша Васильев, еще раз повторюсь, у меня 4 детей и 4 внуков. У меня последняя внучка на днях будет год. Работаю конструктором мебели. Дома работаю удаленно, так сказать. Модно там слово новое, фриланс. Ну, это ладно. Вот, всех приятно видеть, всем большое спасибо, что пришли. Учителя, дорогие учителя, вам спасибо за то, что вы нас приучили, не только вот, научили своим предметам, но и приучили нас таким высоким чувством дружбы, любовь и так далее. Вот, не далее, как 1,5 года назад я перенес инфаркт, ну так бывает, да, в нашем возрасте. И вот эти вот ребята, одноклассники, взяли меня, отправили в санаторий на реабилитацию. Слова не говорят, собирайся и езжай. Все, поехал. Вот. Вам спасибо. И вот на эту тему я хотел немножко ответить, рассказать стихотворение Леонида Филатова «Внучки Оли». В тот клятый год, тому уж много лет, я иногда сползал с больничной койки. Сгребал свои обломки и осколки, и свой реконструировал скелет. Я крался мимо сонных медсестер,
ноздрями чую острый запах воли. Я убегал к 2-летней внучке Оле, туда, на жизнь пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд-пруди, но день сгорал, и солнце остывало, и Оля уставала, отставала и тихо ныла. Дед, погоди. Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничные гости. Но и в палате слышал Олин голос: «Дай руку, деда, деда, погоди». И я годил. Годил, сколь было сил. А на соседних койках не годили. Херели, чахли, сохли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда, погоди!» И я гожу. Я все еще гожу. И, кажется, стерплю любую муку, пока ту крохотную руку в своей руке измученной держу. Спасибо. Можете про аплодисменты? Я безумно благодарна своей самой подруге Наташе Мусиной за то, что я здесь. Если бы не ее три слова, что Элла неизвестно когда и в каком составе в следующий раз прибудет, меня бы здесь не было. Я прилетела действительно с другой страны, ради того, чтобы увидеть всех здесь, обняться, увидеться, поговорить, пообщаться. Ну что, у меня 2 детей, прекрасных, самых лучших в мире, самых любимых, 2 самых прекрасных внуков. Ну, только у старшего пока, я надеюсь, мы будем прирастать в ближайшее время. У дочери среднего секундарного. Вот. У меня 2 высших образования, но ни по одному из них я не работаю. Я занимаюсь своим делом, которое мне приносит большое удовольствие. Ну, что еще? Вот краткая информация. Я безумно благодарна всем, кто сегодня приехал, бросив все свои дела из других городов, из Уфы. Безмерно благодарна всем педагогам за то, что представилась опять прекрасная возможность всех увидеть, обнять, пообщаться, выразить свою благодарность за те уроки, которые я получила в стенах нашей любимой 39-й. Ну и персонально, наверное, каждому педагогу скажу, опять же, чтобы сейчас не задерживать время всеобщее, опять свое восхищение и слова благодарности. Спасибо. Я Женя Орлов, очень рад всех видеть. Ну, просто спасибо, всем удачи, хорошо. Добрый день, наверное, да? Еще да. Еще не вечер. До встречи по столу. Так, ну, зовут меня Игорь Иванов, 7 лет я уже как пенсионер. Работаю в бывшем городом, ныне объединенном, как он там называется, слово УМИД. Вот, в принципе, все стабильно, внуков нет, ждем. И... А кто есть? Дочь. В общем, короче, ребята, самые лучшие годы моей жизни, наверное, прошли вместе с вами. Спасибо большое, мне кажется, очень здорово, правда, все сказали, все сразу задумались, что же я скажу. Но всегда очень приятно слышать о вас какую-то интересную и новую информацию. Ну что, давайте покажите пример всем, как надо поднять бокальчики, с удовольствием поддержим. Да. Держите, пожалуйста. Молодец!
любители чего вы? Вы так кушаете и слушаете, ладно? Если эта информация про вас, вы как бы встаете и говорите, да, про меня. Ладно, там, любители, например, любители отдыхать. Вы встаете, да, я люблю отдыхать. Хорошо? Поэтому внимательно слушаем. Любители чего? Мы сейчас с вами знакомимся. Поехали. Прошу стать любителей путешествовать. Покажите, как летаете по миру. Есть у нас любители путешествовать? Или я одна люблю только путешествовать? Давайте встаем и прям полетели, дай Бог, чтобы пространство все-таки было открыто, да, вот. Любители путешествовать. Остальные не любят путешествовать? Ну хотя бы до сада. Все, кто любители путешествовать, встают, да, и показывают, что у нас общие какие-то хобби, да, идеи какие-то. Все, видите, чуть подвигались. Возможно, кто-то на машине любит, да? Кто-то на поезде. Ну что, вы узнали о новом хобби многих. Хорошо, следующие любители. Слушаем. Прошу стать любителей денег. Покажите, как шикуете финансами. Кто любит деньги? Надо не бояться, не стесняться этого. И финансы в себе, да? Да, ой, я смотрю, там бухгалтерия заработала, смотрите, еще хорошо. Слушайте, но после того, как вы так сделаете, 100% вам даю, через неделю деньги придут. Вот поэтому сделайте обязательно. Я вас на них заряжаю. Я в 30-м поколении гипнотизер, поэтому я вас заряжаю. Хорошо, следующий любитель. Прошу стать любителей караоке. Спойте громко припев песню «Фантазер». Есть любители караоке? Кто любит попеть? А видимо я, да? Нет? А нет, есть вот, говорят, я. А то у вас нет любителей караоке? Давайте их тоже поаплодируем, хорошо? Ну я знаю, что любители петь точно есть. Так, следующий любитель. Прошу стать любителей моря. Покажите, как плаваете на отдыхе. Любители моря есть? Ну, конечно, есть. Да, я вас заряжаю, чтобы это лето у вас точно было на море. Ну, хотя бы неделю. Ну, или две. Так, этот столик у нас не любит путешествовать, не любит море, не любит деньги. Что вы любите? Не любит есть? Мы для вас отдельно сделаем такую папочку. Хорошо? Следующий любитель. Прошу стать любителей пива. Погладьте себя нежно по животу. Любители пива есть? Ага, нет? Ну я так посмотрела, ни у кого живота и нету, да? Поэтому любители пива. А какие напитки любите? Озвучите. Вино. Ну давайте вот любители вина, помашите ручкой. Ну вот, мы видите, объединяемся хоть немножечко. Хорошо. Мы подходим далее. Любители чего? Прошу стать любителей полежать на диване. Покажите вашу любимую позу. Это моя любимая. Есть кто любит отдыхать? Кто там говорит на пенсии 6 лет уже? Нет? Нет, вы просто сидели. Не на диване, просто отдыхают. Ну, отдыхать тоже надо. Ну и самое главное, любители. Я даже знаю, кто. Ну, 3 уже точно выходили. Следующие любители. Прошу стать любителей спорта. Активно сделайте зарядку. Руки шире, не спешите, 3-4. Вот там спортсмены наконец у нас появились. Общее укрепляющее утром. А чувствуете, да? Если движение кушать приятно стало, да? Общее укрепляющее, вот так даже потрясающее. Если же пока еще не наши. Вот тут тоже у нас, видите, физкультура. Как пример уже. Да, ну здорово. Мне хочется, чтобы вы немножечко подвигались, понимаете? Правильно? Вот сразу так, как надо, все ложится в свои, правильно? Кто двигается? Хорошо, следующий любитель. Прошу стать любителей танцев. Покажите ваш коронный танец. Девки, а идете сюда, чтобы вас завидели? Мы зарядим всех на танцы. Shine
замечательным преподавателям. Александр Леонидович, Татьяна Евгеньевна, Зарема Усмановна, Людмила Сергеевна, Лидия Александровна, Нажия Галеевна, Сагида Глябовна. Я всех называю, всех, кто у меня записан. Иван Иванович, Рита Ахатовна, Энджема Гурбовна, Галина Самуиловна, Татьяна Геннадьевна и Флорида Аркадовна. Под ваши аплодисменты мы приветствуем учителей! Класс, совсем маленькими вас сопровождали наши коллеги. Жаль, что первых ваших учителей нет, но мы вас помним. Совсем маленькие, любознательные, потом взрослые. И рада тому, что сегодня можно назвать вас уже друзьями, как Марьяна сказала. Поздравляю вас, друзья, вот с таким замечательным праздником. Таких праздников бывает очень редко и неофициальные, от души праздник. И от имени наших учителей позвольте выразить глубочайшую благодарность вам за то, что вы поднимаете нас, пенсионеров, уже ветеранов, за то, что даете возможность встретиться с вами, вспомнить нашу любовь с вами вместе и встретиться со своими коллегами. И благодарность за то, что вы поддерживаете, делаете подарки от всех, от имени всех преподавателей. Спасибо вам большое. Вам дальнейших успехов, теперь уже друзья, коллеги, здоровья вашим близким и мирного неба всем нам над головами. Вы хорошо знаете, что с 2005 года Совет музея издает книгу «Родная 39-я». В этом году вышел 4-й том этой книги. Я хотела бы ее торжественно вручить вашему выпуску, потому что там очень большая статья Белкиной и Наташи Бекер. Кто будет получать, пожалуйста, Марьяна или Наташа? Кто? Марьяна, конечно. Давайте. Так, под бурные аплодисменты 4-я часть книги «Родная 39-я». И еще, чтобы вы не забывали про наш школьный музей, с 2015 года мы издаем вот эти сборники «Помним, гордимся, чтим». Это рассказы ваших детей уже, а может быть даже ваших внуков, о дедушках, прадедушках, бабушках и других родственниках, участниках войны и тружениках тыла. Я вам передаю вашему выпуску 2-ю часть 2017 года, потому что это юбилейный был выпуск. Может быть, кто-нибудь помнит, когда образовался наш музей? Нет. В 1967 году. И в 2017 году, да, в 2017 году у него был большой юбилей. Поэтому в этом сборнике не только рассказы наших ребят про своих родственников, но и история нашего музея. Вот я отдаю вашему выпуску, покажите это своим детям. И очень жду ваших очерков о ваших родственниках, участниках войны и тружениках тыла. В этом сборнике у нас участвуют учителя. Вот в последнем сборнике участвовали выпускники 1969 года. У вас у многих есть очень знаменитые родственники, участники войны. Пишите, пожалуйста, про них. Электронный адрес нашего музея вы всегда можете узнать в контактах. Если нужно, я вам вот сейчас напишу. Спасибо! Ура! Приказ номер 50. Серия 1973 2023. Номер 40 1983 2023. Дорогие друзья, АВВГДшники, сегодня объявлен большой сбор выпускников 1983 года по случаю 50-летнего юбилея со дня поступления в 1 класс. Аплодисменты. И 40-летнего юбилея со дня окончания школы. Аплодисменты.
А вознаменование юбилея приказываю. Первое, поздравить с праздником и выразить всеми доступными средствами свою любовь и восхищение. Показывайте. Второе, присвоить звание заслуженный выпускник школы 39 1983 года за воплощение идеала 39 в жизни. Аплодисменты. Объявить благодарность организаторам столь важного и незабываемого праздника. Аплодисменты. А особо поприветствовать выпускников из других, прилетевших к нам и съехавшихся из других городов. Прошу встать. Джентльменам с жаром и пылом любящих сердец создать атмосферу любимым учителям и одноклассницам. Спецскоры запечатлеть выдающиеся события, произвести торжественный салют с брызгами шампанского. Ура! Так, ну вот по решению всех собравшихся учителей мы очень хотим отметить благодарностью, извините, творчество наше, конечно, ребят, которые организовали прекрасный вечер. Сердечно благодарим Грачева Евгения за организацию встречи выпускников 1983 года в честь 50-летнего юбилея начала учебы 2009 и 40-летия ее окончания. Гордимся вами, верим в вас, желаем творческих побед. Ваши юности! Все учителя, подойдите расписаться в этих грамотах, пожалуйста. Сердечно благодарим Белкину Марианну за организацию встречи выпускников 1983 года. Сердечно благодарим Васильева Мишу за организацию встречи. Сердечно благодарим Кукуеву Гульдару. Сердечно благодарим Петер Наташу за организацию встречи выпускников 83 года. Вы как немножко погуляли с учителями и создали технический паспорт АБВГДшника в 1983 года. АБВГДшника в 1983 года. Рост. Многообещающий. Вес. Колеблющийся, смотря от обстоятельств, уходящий то в плюс, то в минус. Объем груди у дам привлекательный, у джентльменов соответствующий. Объем талии у дам 60 с небольшим хвостиком, у джентльменов супермакси после пива. Цвет глаз многоцветный, цвет волос пестрый, цвет лица здоровый. Любимые учителя, те, кто ставил 5, кто журил, но относился с пониманием. Характер дружелюбный, великодушный, искренний, преданный друзьям и школе, щедрый, готовый прийти на помощь в любой ситуации. Вредные привычки, постоянная занятость, чувство юмора, полноценное, неиссякаемое. Хобби у дам, посиделки в кафе, селфи.
у джентльменов, мужские тусовки, баня, beer, newspaper, софа, хоккей, футбол. Особые приметы у дам. Красота, ум, талант у джентльменов. И у дам, и у джентльменов. Дружелюбие, целеустремленность, деловитость, предприимчивость у джентльменов. To be always unmarried, что значит всегда не женат. Рекомендации по использованию. Докорми, напои, похвали, уложи, не бели, не сравнивай, не отбирай заначку, люби. Джентльмены, комплименты, цветы, подарки, нежность, денежность, верность, надежность, любовь. Совместные занятия, встречи с друзьями, спорт, путешествия, песни. Так, а теперь слово Александру Леонидовичу Толстоноженко, нашему прекрасному учителю истории, который у нас, к сожалению, забрали на 25 лет директорствовать 44-й школы. И он сделал эту школу, как вы хорошо знаете, одной из самых известных в городе. Спасибо за такую рекламу, спасибо, Любовь Сергеевна. Как бы я, ребята дорогие мои, вот так в странице истории возвращусь в те наши годы, когда я был вместе с вами, когда мы были молодые, и чушь всякую несли, и как бы было время совсем другое. Как бы вот мне было, сейчас оглядываясь назад, смотришь, какие времена были, вот с ребятами обсуждал, как бы, какие мы были другие. И вот это время перестройки, страна менялась, мы менялись, и все было по-другому. Вот, когда я приходил, Александр Шакирович меня: Александр Ильич, пойдете на РВО, с трудовоспитанием пойдете на бараки, там пойдете к Родинову, Степану труд, там все друг друга режут, убивают, как бы так. Ну и давайте займите чем-нибудь, хоккеем, теннисом, еще какими-то там делами. И мы начинали, вот, начали заливать коробку. Вот у меня тут хоккеисты сидят, которые чистили снег, заливали, бегали на золотую шайбу, выставлялись. Вот это все равно другое. Вот сейчас не заставишь их, вот это вы, родители, виноваты, что ваши родители не хотят ничего делать в школе. Как вы должны расписку написать, что мы разрешаем моему ребенку убрать класс. А вот они шли и чистили коробку молча, чистили. Вот такой снег был обычно, после метели перед Новым годом. Чистили, потом играли, потом шли, нас побеждали всякие эти рисовать лайки. Но все равно они были другие. Вот я им признателен, что они с удовольствием это делали. За честь школы приходили и играли. И другое, все равно вот, Александр Шакирович смотрели фильм. Вот я себя вспоминаю, Александр Шакирович все-таки там учитель учителей, его так и называли. Вот, многие предметы знал, с каждым беседовал по часу, каждому вопросы какие-то задавал. А как вот он всем давал на раскатку год-два, Александр Ильич РВО. Вот, кто-то еще РВО, быть вожатым, или вы как-то должны были с детьми быть на одной ноге. И мне казалось, что у нас получалось. Пришла пора, конец 90-х. Машина времени, эти рок-клубы, Липаринский, давайте дискотеку, давайте. Новый поворот, машина времени, вот, Макара, и мы там маленьком в спортзале, помните, там светофорку повесили, там грязище, они не берут после репортажа, вот там культуру поведет, а потом мы заходим, где-то в семье начинаем, дискотека, Вова Липаринский и все другие заходят, там теснота, дышать нечего. Александр Шакирович придет, так глянет, а что у вас тут происходит? Ну все в порядке, вроде. Потом из 96-й приходят, еще встречают нас. Встречают, как это, а вот наши уходят, они их там начинают задирать. Ну и как бы ничего не вышло. Вот все-таки Александр Шакирович какой-то талант был быть правильным директором. Он был в школе таким злым полицейским, а вот я его знаю в другой атмосфере, он был нормальным человеком. Не надо так говорить. Он был вполне нормальным, но он все подходит многое в этой жизни, поэтому вот пусть ему земля будет пухом, и как вот память его живет 100 лет. Но тем не менее, вот он задал мне такой тренд, что я не успел прийти, молодой коммунист, Александр Ильич, давайте директор школы сотой, пойдете, там директор. Я думаю, Александр Шакирович, разве я смог бы, как вы? Вы приходите в 7 утра, вы уходите в 9 вечера.
вы как бы такой, вы там всех встречаете, всех провожаете, во все вникаете. Я думаю, а когда же вы живете? Когда у вас простая жизнь бывает, ну как получается, он и с Наверской, там, и с Верой Федоровной жил в полном согласии. Я думаю, мне вот это нафиг не надо. У меня дочь только родилась, я хожу тут с коляской. Как бы, и вот я сразу ушел в ваш совпроф, говорю, меня проводите, мне это уже учительская должность не очень. Я в совпрофе поработал до 86 года, потом вернулся, опять понял, что чиновничья жизнь это совсем другая. Там сидят с чайниками, до 11, потом что-то пишут, то, что никому ничего не надо. Поэтому опять вернулся в школу, и вот 25 лет, как сказала Нина Сергеевна, 44-й, ну как бы все время вспоминал, какой у него кадровый подбор был каждому учителю, как он подбирал кадры. Вот это же было золотое ожерелье, какие учителя были, это совсем другие. Федор Демьянович, Каждая Людмила Сергеевна, Елена Андреевна, моя мама, теща, как бы это вот Мамаева принялся. Это же все какая-то совсем другая история. Сейчас приходят и тут же уходят. Вот вы же знаете, репетиторство, онлайн. И как бы это все совсем другая школа, совсем другой. Вот я не знаю, какая там 39-я ныне, но насколько она востребована. Вижу по машинам, когда автобус проехать не может, и стоят все иномарки, и не могут проехать автобусами, все равно она востребована. Но тем не менее, уже как бы статус раньше боролись за звание 39-е, 35-е. Розенблюм против Ансам Шакировича. Была одна партия на весь город. Как бы Розенблюм против него. Потом как бы все это стало касаться. Хоккей, дискотеки, были походы. Вот даже Инга сейчас мне напомнила, вы по Ильизане справлялись, она с мамой, с Владиславом вел, там у нас ночью нападение было на нас, местных деревенских. А Инга что-то подскочнулась, мы потом разбирались, вот она до сих пор помнит, как она упала, неудачно, все посмеялись над ней. Но Инга сейчас преподаватель, поэтому вам, ребята, быть в тренде, быть в соответствии с временем, в согласии с собой, с другими людьми, служить во славу Отечества. Всего доброго. Из дальних странствий возвратясь, к нам прибыла Татьяна Берсенева. Я очень рада видеть всех вас. Я очень благодарна, что не забыли и меня пригласить. Хочу похвастать вот такой медалью, которую вручили мне выпускники еще 83-го года. Я ее сохранила на память. Какая прелесть! Да, от всех глаз. Ну надо же! Я желаю вам здоровья. На медали написано «За неподкупность». Я желаю всем вам здоровья, успехов и очень надеюсь, что встретимся еще не один раз. Ура! За сегодняшний вечер. Ура! Спасибо! Теперь слово вашим классным руководителям. Я сейчас иду к своим. Всех люблю, но их больше всех. Будто давнее забытье, растрогано, тихо и чуть не смело. Туда, где сидит на пеньке замшелом, детство веснушечное мое. Гульнарочка, Леночка, Олежек, Димочка, все по очереди, Ирика, ну всех я вас люблю и обожаю. Вспоминаю вас маленькими незнакомцами, которые пришли ко мне из заботливых рук вашей первой учительницы Шваб Евгении Ивановны. Мы очень долго присматривались друг к другу. Ваши родители и вы. Но тем не менее, постепенно мы стали родными, неразлучными. Ваши родители старались во всем помогать. Ваши папы, ваши мамы, ваши бабушки. Это было так здорово.
И началось наше знакомство. 1976 год, 77-й, 78-й, 79-й, 80-й. И мы уже стали неразличными. Что мы только не делали, как мы только не жили. У нас было все очень-очень интересно. Жизнь наша пионерская была насыщена. Всевозможные сборы, встречи 3 поколений, музей Ленина, куда мы ходили, а сбор макулатуры. Вы помните? Да. А чувствую, Мы еще когда-то в желтом вот так хотели поехать. А вот кто-то поехал. И кто полетит? По-моему, даже фотографии где-то оставались такие. Как-то было мало фотоаппаратов, как у ребят. Но я помню, папа Олега нам очень помогал в этих делах. Сказали, что больше соберет, вот так поедет. Все это было так здорово. Я был в Фимке, собирал. И где мы только не были. Благодаря вашим родителям, папам, мамам, иногда бабушки помогали, мы объездили предприятия всего города. Чего греха таить, не только вы узнавали, открывали книгу, и я тоже здесь. На самом деле так было, потому что я потом сказала, ой, да здесь я была, вот нас вот этот вот папа водил, вот это вот мама водила. Это было очень здорово. Военно-патриотическая игра за границей. Вы помните, да? Летние, зимние игры. Это все здорово. Это все так здорово, так сплачивало. Поэтому вот вы такие дружные, сейчас столько лет встречаетесь, общаетесь. А помню 23 февраля и 8 марта. Это был просто закон. Папы приглашались, мамы и бабушки приглашались на 8 марта. А на 8 марта ваши мальчишки, особенно вот этот товарищ, который Дима Молодцов, и которого нет с нами вместе, Тимати, вот, они это все организовывали, помните, да? Сюрпризы для каждой девчонки, выбирали. И когда вы приходили, у вас уже на партах лежали, вот эти, помните, да? Вот это было так здорово, это так было приятно, и без всяких вмешательств. И родители, и классные руководители не забывали тоже. Меня всегда встречали букет от мальчишек и прекрасные, добрые слова именно от мальчишек. Понимаете? Это очень здорово. В общем, таких нюансов можно много-много соблюдать. Вы меня стали родными. Мне, конечно, было очень жалко вас дальше. Но, тем не менее, вы попали в хороший случай. Все было нормально, все было хорошо. Но я, конечно, очень скучала, не скучаю до сих пор. Я вас люблю и обожаю. 40 лет, виски седые, но мы, учителя, бежим, чтобы встретиться с вами. И вы уже взрослые, детки, уже и мамы, и папы, и может кто-то уже и дедушка, и бабушка. Дай Бог всем вам огромного здоровья, счастья, успеха во всех ваших делах, чтобы все ваши близкие были рядом с вами, чтобы все у вас в жизни было только на отличие. И надеюсь, что на 45 лет пусть вам встретится. Ура! Я вас люблю. И всех, кого я учила английскому языку, я во всех группах работала, все меня, наверное, помнят. Я тоже вас очень всегда с очень большим уважением. Спасибо. Кто из вас не стоял дрожа под дверью кабинета 58, где принимала зачеты учительница экономической географии Александра Мамаева? Дорогие выпускники, я пришла на встречу с вами. Я счастлива видеть вас.
Я на вашем празднике. Спасибо, что вы меня пригласили. Я хочу отметить, что вы народ, который родился, воспитывался своими родителями до перестроечных времен. Поэтому у вас психология все-таки близка к нашей. Ты не против? Да. Вот то, что вы 4-й раз собираетесь, значит, вы хотите видеть друг друга. Вы хотите пообщаться друг с другом. Вы хотите узнать, что случилось с вами за прошедшее время. Вы встречаетесь 4-й раз. Я потрясена вообще вашим патриотизмом, вашим чувством, дружбой. И вот в наше такое трудное время особо отмечаю, что вы приехали сюда, вы в России. Вы не как айтишники через власть не удрали ни в ОАЭ, ни в Грузию, ни в Азербайджан, ни еще куда-то. Я ценю ваш вот этот российский менталитет. Спасибо вам за это. Значит, не зря Людмила Сергеевна все эти годы занимается патриотическим воспитанием молодежи. А? Вы согласны со мной? Или экскурсоводы, которые говорят уже на разных языках: английский, французский, немецкий, да еще и китайский теперь у нас. Правильно? Я хочу отметить 2 даты. Во вторник, это у нас сегодня суббота, во вторник, 6 июня 1799 года. Так, что за дата? А? Пушкин. И это дата рождения нашего великого поэта Пушкина. А в понедельник, послезавтра какой? У нас праздник. Это День России. Это День России. И вот я не случайно связываю эти 2 даты. День рождения Пушкина. 224 года со дня его рождения. Если я не ошибаюсь. Вы можете почитать, проверить меня. И День России. Я хочу прочитать вам стихотворение Пушкина «Клеветникам России», если вы позволите. Можно? О чем шумите вы, народные детей? Зачем анафемой грозите в России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой. Домашний старый спор, уж свешенный судьбой. Вопрос, которого не разрешите вы. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас молчат и Кремль, и Прага. Бессмысленно, бессмысленно мечтаете вы, бессмысленно взираете вы. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что среди развалин пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то ли, что в бездну повалили мы тягачей над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы угрозы на словах. Попробуйте на деле. И старые богаты, почившие в постели, не в силах привинтить свои звонки. Или нашего царя уже бессильно слово. Или нам с Европой скоро ново. Или русские от побед отвык. Или мало нас от Перми до Тавриды. От финских гладных скал до пламенной Колхиды. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая.
стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля? Так посылайте к нам идти своих озлобленных врагов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Большое спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас, как в школе, 45 минут и перемена. Правильно? Да? Я хочу, чтобы вы подняли бокальчики за замечательных преподавателей, учителей, которые, как обычно, как всегда, подготовились. У них еще есть музыкальный подарок. Давайте, дай Бог вам всем здоровья. Поднимем бокальчики за наших любимых учителей. Ура! За учителей! Поднимаем бокальчики. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое. Можно танцевать под песню со мной. Твои глаза, и слова припомню, и все это повторю. Кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Напиши мне письмо, хоть без строчки всего, чтобы я иногда прочитать смогла, чтобы спеть о любви, просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши, и все письма. Родная, родная земля, холмы, равнины, леса и поля. Ты доброй судьбою, на счастье дана, одна ты на свете, и сердце одна. Живи, родник, живи, родник моей любви. Любви к земле родной, земле навеки одной. Живи, родник, живи, родник моей любви. Любви к земле родной, земле навеки одной. Песня, песня. Ой, напрасно, тетя, вы так слезы льете, и все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино. Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете, муж ваш редкий семьянин. Так что не грустите и его простите ради ваших имен. Но мы продолжаем зажигать и танцевать.
больше не надо. Мне этих лет. Больше
бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь, снег на проводах, в небе промелькнувшая звезда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется такое никогда. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется такое никогда.
Значит так, уважаемые наши дорогие все, мы 6 столов решили как? Мы не будем говорить, кто прислал. Мы и так все знаем. Все вас, все нас, все знаем. Но я считаю, правильно, потому что когда перед перерывом было сказано то, что как бы, давайте поднимем рюмочку за наших учителей, это считаю правильно. Я прошу всех напомнить, любите всем человеком. Всем ученикам, кто 40 лет назад закончил школу. Напомните, пожалуйста, всем ученикам. Но у нас есть те люди, мы собрались раньше, чтобы так собраться, сидеть там, отдохнуть и пожелать кому-то что-то. Мы собрались ради того, чтобы отдать уважение и почет этим изумительным людям. Тем, я считаю, кто, должна быть правильно, да, сказано, это наша традиция. Потому что мы, когда родились, когда пошли в школу, у нас была мама и папа. У нас больше было, конечно, в школе мам, и папа был у нас поменьше. Вот. А конечно, пока был у нас один остался, но был таким отцом. Вот мы все хотим сказать вам одну вещь. Вы есть пули-будете у нас всегда в жизни, в сердце, в голове. Потому что мы были всегда кем-то, наверное, кто-то хорошист, кто-то троечник, кто-то хулиган, кто-то отличник. Кто? Но, кстати, стал другим человеком. Да. Ну, это работа. Но самое главное, всем зачат и начинание к стремлению к жизни, к обучению сложнее вы. Именно те учителя, начиная с начального класса, и кто у нас позвал даже по жизни. Татьяна Геннадьевна, я же помню до сих пор, когда мне поднялись, говорят, Поемов, скажи мне, что он говорит 10. Я говорю, хрен знает, что такое. Он берет и ей деревянно говорит, что такое 10. Я вот сейчас смотрю по голове, смотрю в сторону Татьяны, голову говорю, на меня смотри, линейку показывай. Я на нее смотрю, я говорю, единица. Молодец. А теперь скажи, сколько? 10 стар. Ну что такое? Угадал, как угадать? Думал, может, какой 2. Молодец, садись. 2. Это точно? 2 тебе садись. Это якобы отступление. Дорогие учителя, дорогие наши, я считаю, вторые границы. Вот мы весь наш выпуск рюмочку подняли и переводим тост такой. Добрый, теплый, хороший. Спасибо вам, Татьяна. Спасибо за то, что вы потратили столько нервов, имея свои семьи, тратили свои нервы на нас. На тех людей, которые уже находятся здесь, уже стали родителями, дедушкой, бабушкой, скоро станут прабабушкой стали, не про дедушку дали. Ну, благодаря вам. Потому что вы нас, я считаю, сделали, да, этими людьми. От всех нас огромное спасибо. От всех нас. Мы ручки делаем за вас и говорим вам одну вещь. Дай Бог вам жизни, процветания. Дай Бог, чтобы ваши родные и близкие гордились, что у них есть. И самое главное, вы знали, что у вас всех безумно обожаю. За вас! За наших учителей, за наших изумительных, красивых, прекрасных людей, которые нам даровали познание в жизни, которые нас воспитали и дали направление. Как жахи! Как жахи! Как жахи! Это прекрасное! Ура! 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 И от себя лично вам большое спасибо. Я хочу возьму.
чтобы мы посмотрели на ваших детей, на ваших внуков, чем вы живете. Ну, в общем, немножечко информации о вас. Золотистым звоном наше прошлое покатилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже, встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными, и на все готов один ответ. Мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Золотистым звоном наше прошлое покатилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже, встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными, и на все готов один ответ. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда
находилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже, встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадных клеток плен. Все вопросы станут несерьезными. Столько информации, фотографий собрал у нас Евгений. Давайте мы поаплодируем. Молодец, спасибо большое. Давайте за будущее, да? Правда, за будущее, потому что дети, внуки – это наше будущее. За ваши семьи. Спасибо! Всем приятного аппетита, мы еще набрали силы и энергии. Успеваем, нет? Мне казалось, что ты где-то рядом со мной. Полюби меня такой, полюби меня такой, как я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, как я есть. Запела журавлей, возвращаясь домой. Мне казалось, что ты где-то рядом со мной. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, как я есть. Уже очень давно готово еще нам поздравление. Это Леночка, это вот 5-й стол. Давайте ее поприветствуем, аплодисменты. Это просто удивительно, что этот год юбилейного выпуска 83-го года совпал с 23-м годом, который объявлен годом наставничества и педагогики. То есть, да, двойной праздник получается. И знаменательно, что именно в этом году мы можем еще раз сказать вам огромные слова, огромной благодарности за то, что вы были с нами, за то, что вы помогали нам расти, взрослеть. И даже речь не о том, о тех предметах, которым вы нас учили. Вы учили нас быть людьми, вы учили нас любить и уважать окружающих, любить свою страну. Под вашим чутким руководством мы росли и мужали. Мы выросли такими, какими мы выросли благодаря вам. Потому что вы всегда были с нами, вы всегда приходили нам на помощь. И то, что из нас получилось, это благодаря вам.
И сегодня мы хотим преподнести вам песню «Парных слов». Не надо опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, все вместе друг вокруг, одно попеременно. Не будем придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу помогая, тем более, что жизнь короткая такая. В каком фильме звучала загадка А и Б сидели на трубе? Вспоминаем. Детский фильм. Все смотрели в детстве. Ну-ка, быстро. А и Б сидели на трубе. Приключения электроника. Приключения электроника там. Нет. Доживем до понедельника. Нет. Я сама не знаю, поэтому я не знаю. А и Б сидели на трубе. Отроки вселенной здесь. Получаешь фишку. Вам фишка отвела, не потеряйте. Да, не потеряйте. В каком фильме имена героев читались наоборот? Справа, налево. Из какого фильма фраза «Воротаем тебе, тетка Дарья, корову»? Неформальная. Ну, молодец, вешаем фишку. Как называется фильм, песню из которого мы учили на хоре? Цепи якорей звенят цепи якорей звенят в порту. Что за фильм? Да. А фильм как называется? Нет. Как назывался фильм? Ох, вот у вас память, а? Вариантов всем пропиши лекарства для памяти. Связать всех наверх, если получается. Девиз героя какого фильма? Бороться, не искать, найти и не сдаваться. Ух, у него уже сюрприз. Подсчитывайте фишки, у кого сколько. Оля, две, у кого больше? Здесь есть 3, 4, 5 даже, да? 4 у вас? 3,5. 4. Еще у кого сколько? 4. У кого еще больше? 4 предел. 4 победителя у нас есть. 4 предел, ни у кого больше нету. 4. У кого 3? У кого 3? Тоже 3? 2,5, они тут разделили. У них своя бухгалтерия. У кого меньше? У Инны у нас всем... Надо у кого всех книжечек, да? У кого меньше? 2. У кого меньше 2? Или по
я напоминаю вот эту самую акцию, помните, про учителей, про каждого одноклассника. Но сейчас, дорогие друзья, давайте все вместе еще раз наполним бокальчики. Я вижу, что многим дает танцевать, немножечко пообщаться и позажигать хочется. Давайте еще раз за вас, уважаемые одноклассники, за наших преподавателей, за школу 39. Ура! Понимаем бокалы. Ура! За ту любовь к этому предмету, за тот подход к жизни, в конце концов. Вот, лично для меня математика дала очень многое, хотя я не связала жизнь с этим предметом, но она для меня выработала какую-то способность видеть все стратегически, оценивать ситуацию стратегически, смотреть на все. Какие умные у нас дети. Да, и вот это мне дала математика, я считаю, и лично Татьяна Геннадьевна. Огромное ей спасибо. Теперь приятная часть нашей встречи. Нет, более приятная. Да, вот по поручению моего брата мы торжественно награждаем наших членов небольшими подарками. От имени учителей сейчас вам исполним нашу песню. Помогать в этом будете вы сами. Лена добрались, желающие присоединяются. В школе 39 нынче праздник, долгих 40 лет нелегкий путь. Хочется вернуться в свое детство, юность очень хочется вернуть. Hello, папочки, hello, мамочки, для нас вы будете всегда. Все те же девочки и те же мальчики, какими были школьные года. Благодарны школе, без сомнения, помните своих учителей. Первые шажочки в мир познания, первые пятерки в дневнике. Среди вас строители, врачи, технологи, экономисты и учителя, и машинисты есть и айтишники. Ну что ж, друзья, учились вы не зря. Ой, жизнь, конечно, украшали и мечты, и первая любовь. Как девчонок грохали за косы, жаль не возвратиться это вновь. Дружите, мальчики, дружите, девочки, пусть ваша дружба силы придает. Не ссорьтесь, папочки, не ссорьтесь, мамочки, ведь жизнь летит стремительно вперед. Чтоб красиво жить, уметь трудиться, достигнута и эта высота. Отличные среди вас специалисты, ученые свои профессора, те,
бабушки, теперь вы дедушки, настал и ваш священный час. Внучат растите вы и воспитайте их, хотя бы чуть-чуть похожими на вас. В жизни вам, ребята, подхватила английский, математика в одном. Щелкали задачки, как орешки, по-английски вы спикали потом. Вы наши умники, вы наши умницы, вы гордость школы, верьте нам, друзья. Мы с вами молоды, мы с вами счастливы, мы большая дружная семья. К заслуженному выпуску 1983 года ура! 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 Спасибо большое. Дорогие выпускники, я снова привлекаю к себе ваше внимание и хочу прочитать вам стихи, которые посвящали школе. Эти стихи написаны в последнем номере книги «Родная 39», номер 4. Как море глубокое, школа моя, как море широкое, школа моя, как гейзер высокий, бьющий из недр, как звездное небо, сверкающий свет. Тебе 65, но ты молода. Со временем в ногу шагаешь всегда. Для умных детей, для гениев юных и умных детей, творец и носитель смелых идей. Английский, французский, немецкий язык, китайский, давно уже в школу проник, математика в классы, приоритет. Не раз достигали олимпиадных побед. Среди школ ЮНЕСКО школа моя, детей одаренных большая семья, проекты, открытия, победы, полеты, профессиях избранных, творческий взлет. Ускоряется время, и жизнь все сложнее, но не скудеет, как вилка идей. Ты у всех на виду, ты всегда впереди. Я люблю тебя, школа, и желаю успехов в дальнейшем пути. Спасибо вам большое. Стихи про школу, дай Бог всем такую память, правда? Все, скромная команда, супер звезд. Так, готова наша команда? Готова. Все. Ну как к чему? Слова знаете, а песня нам уже не важна. Правильно? Включите на музыку, слова нашего ожидания. Готовы? Да, можно даже вот так вот взять, чтобы нам веселее было. Все поем, да? Наша Таня в плаше уронила в речку мячик. Тише, Танюша, не плачь, не утонет речки песы. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танюша, не плачь, не утонет речки мячик. Группы цветов песни, чтобы полюбить. Ну, правильно угадали, что песни валенки, да? Да, отлично. И вот это вот у нас команда готова тоже исполнить песню. Слова те же, музыка иная. Готовы?
Команда, вы готовы? И не прочитала. Давайте. Представляете, да? Я этого, конечно, напомнить покачать, правильно? И тогда песня еще лучше. Песню обычно знает, но почему-то только припьет. А мы сейчас и будет свою. Наша Таня много плачет. Нормально, да? Все знают слова? Уронила речку мячик. И я чуть-чуть. Тише, Танечка, не плачь, не утонет речки мяч, не утонет речки мяч. И уже слова вспомнили ярче. Наша Таня громко плачет. Почему? Да, уронила речку мячик. И успокоили немножко. Тише, Танечка, не плачь, не утонет речки мяч, не утонет речки мяч. А вот припевку уже все знают, да? Может, прям один столик с другим, да, прям вот. Давайте одноклассники. Запутались в махах и чисто. Нет никого на свете, кто мы с ним. Неловкое молчание, близко, слишком, близко. Не знаю, что ты говоришь, не устала от тебя. Зависим, твоя прекрасность лежит бессмысленно. Видимо. Твои глаза такие чистые, как небо. Глаза
лучше загадал бы тебя. Реки в реках ты у меня. Вот бы сейчас с тобой троллили тополя. Пойдем со мной в кино, а хочешь ты в кино. Да ты хоть но мне все равно. Я люблю маленькую, ты залетаешь в дом. Такая ты грустинка, холодная картинка. Хлопает глаза, лево-право потолок. Я люблю маленькую, давай залетаешь в дом. Такая ты грустинка, холодная картинка. Хлопает глаза, лево-право потолок. Ай-яй-яй, я люблю маленькая, ой-ой-ой, моя грустинка. Ай-яй-яй, я люблю маленькая, ой-ой-ой. Что произошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня, но ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот о чем так всегда, что солдатов от письма обойдется размереть читает. Кружка моя, я по тебе скучаю, я тебя письмо получаю. Ты далеко, больше не скучаешь, но я вернусь. Кто-то устал даже от них. Но без разговоров для этого человеку сделан рот, да, чтобы говорить. Вербальный канал. То, что я сегодня увидел, услышал, меня просто так это задело сердечно, что я даже слов, наверное, не подберу. Я просто напишу песню, я по-прежнему пишу песни. Вот. Если кому-то интересно, в интернете они там все висят. Сегодня я не буду это еще раз демонстрировать, просто сохраню время для супер-супер космического теплого общения. И краткую все-таки мы хотим поделиться, да, можно я поделюсь, как мы с Липаринским, Александр Шакирович, царство вам небесное, спасибо вам за этот урок. Он еще раз нас утвердил в том, что нужно идти за интуицией. Однажды с Липаринским мы делали, тогда было очень модно, делать ксерокопии или там фотокопии конвертов пластинок виниловых, особенно фирменных. Это прям хай-класс был. Вот у нас была такая пачка, там даже на пятой копии непонятно, это Джимми Хендрикс или не Джимми Хендрикс, просто силуэт какой-то. Но сам факт, что мы в этой секте какой-то филофонической, это так было круто. И однажды нас таки Александр Шакирович к себе вытащил, уж я не знаю, какими вариантами. В общем, у него каким-то образом он эти фотографии получил, вот эту пачку. Ну, знаете, как крапленый за ней обстоятельства. Вот. И мы видели, какое у него чувство юмора, такта и так далее. И при этом он знал, на какие педали давить. Мы видели это, стоя, вот зашли к нему в кабинет, вот, и вот он сидит, значит, за столом.
и говорит, ну что-то это такое, и так далее, набирает дисковый этот телефон номер, а ногой тихонечко выдергивает вилку из розетки этого телефона. То есть телефон автоматически становится недееспособным. Но он продолжает этот психологический как бы такой. А как ты заметил, что он выжил? Вот видно, мы же стояли отсюда. И он говорит, что-то набирает там, алло, это колония номер 2? У нас есть 2 пассажира для вас, конечно, да. А, как? Жаль, нет мест? Нет мест? Ай-яй-яй-яй-яй. Кладет, и дальше уже пошел разговор. Конечно, он заставил нас разорвать их, выбросить и так далее. Но тогда я понял, что если идешь за интуицией, за сердцем, да, все случится. Я продолжаю играть. На самом деле, неожиданным образом все подумали, что я какой-то музыкант. Я просто поэт-песенник. Я нигде не подписываюсь, я пишу песни, беру за это кэш и дальше двигаюсь. Неважно. Вот. А хотел я сказать совершенно другое. Дело в том, что да, я по диплому стоматолог-терапевт, я все это закончил, я работал, но году в 2009 так случилось, что я встретил наставника и еще наставника, понимаете, речь идет о наставнике, который мне открыл зеленый свет к поездкам в Индокитай. Я там достаточное количество лет учился, летал, жил в монастырях и так далее, и приобрел определенный набор знаний, которые сейчас, внимание, супер предложение. Внимание. Я вернулся обратно в Уфу. Мама здесь рядом, родные места, город прекрасный, очень красивый. Те же джунгли, то есть все заново, все с нуля. Я обратно вернулся в Уфу. Если кому-нибудь, внимание, не дай Бог, придет ситуация, что нужно что-то делать со здоровьем, в данном случае я говорю о суставной истории, о сухожильной, тонкой психической энергии, я работаю руками. Я знаю определенное количество техник, которые, возможно, кому-то, вот вы ходите, перебираете специалистов, свой ищет своего. Вот. И никак не можете найти его. Возможно, я теперь тот самый, который может вам что-то предложить. Поэтому все, кто сейчас здесь находится, я всем раздам визитки. Заходите, в WhatsApp пишите, захотите, звоните. Но иногда, когда буду занят, то я отвечаю чуть позже. Поэтому, если у кого-то все-таки существуют уставшие спины, уже какие-то уставшие шеи, да, уставший мозг, еще что-нибудь устало уже просто, нужно обязательно встретиться, и, возможно, то, чем я владею, вам пригодится и именно сейчас. Не зря мы по этому поводу встретились, наконец-то. Хорошо. Заверните. Дайте 2. Поэтому я сейчас раздам, не обращайтесь, что это просто еще лучшего случая не будет, возможно. Поэтому, может и будет, не знаю. Поэтому держите при себе, не дай Бог, встречаться по этому поводу, но все-таки жизнь круглая, все время вертится. Поэтому, пожалуйста. За последние 5 лет, с момента нашего последнего юбилея, 35 лет спустя, от нас ушли 6 человек. 5 лет, 6 человек, статистика печальная. Вот. Мы сделали клип, извиняемся за качество изображения. Давайте посмотрим и помянем этих ребят. 4 девочки и 2 мальчика. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так
хочется жить. Как не напишут в газете, взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда тебя задавило. Встать и всем объявить: я вернусь, даже если прибило. Прощение, спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду спящей вишни, что по весне расцвести. Дерево для новой жизни. И у нас свои дела. Царство небесное наше. Словно листья, и летим мы кто куда. Вот и вечер зашел, на проспектах огни, и душа моей так светло, потому что со мной снова рядом они. Мы не виделись так давно. Наполняет сердца счастьем каждый раз. Вспоминаем мы обо всем, пожелаем добра мы друг другу сейчас, и бокалы нам нальем. За друзей, за друзей, за друзей, те, кто наши сердца согревают. За друзей, за друзей, за друзей, те, кто любит нас и понимают. Пусть в их жизни не будет потерь, и беда обойдет стороной. За друзей, за друзей, за друзей, что всегда будут рядом со мною. Только завтра опять нас закружит зело, побегут за часами дни. Пусть их надо хранить в этой жизни всегда, и пусть помнят меня они. Только счастье свое я, как прежде, ищу среди дней и дорог ночных. Ну а если в пути снова я загрущу, вспомню я друзья своих. За друзей, за друзей, за друзей, те, кто наши сердца согревают. За друзей, за друзей, за друзей, те, кто любит нас и понимают. Пусть в их жизни не будет потерь, и беда обойдет стороною. За друзей, за друзей, за друзей, что всегда будут рядом со мною.
И у вас как раз будет сейчас уникальная возможность немножечко пообщаться. Ну, помните же мне это сказать. Мы потихонечку с вами прощаемся. До новых встреч. Желаем, чтобы все были живы-здоровы. Берегите себя, берегите свою семью, берегите своих близких. Поблагодарим Раиса, я думаю, он сделает замечательный вам клип, классные фотографии. Миша скинет уже ссылочку на фотографии, все распространится. Я, в свою очередь, тоже маленький ролик сделаю, чисто для телефона, вам тоже скину, тоже на память. Спасибо большое, до новых встреч.